асфальтоукладчика. Асфальтоукладчик идет на асфальтоукладочный пост. Там стоит асфальтоукладочный каток. Это его машина такая для укладки асфальта, как объяснили асфальтоукладчику в первый день работы. Дед его асфальт укладывал, и отец укладывал асфальт. Он был потомственным асфальтоукладчиком, качественный, неторопливый, день за днем. Он укладывал и укатывал асфальт. Вот уже 30 лет, день за днем. Качественно и неторопливо, дымящийся битум, 40-градусную жару. Тихо и ровно, день за днем, час за часом. Вот и сейчас сидит асфальтоукладчик на асфальтоукладочном кресле асфальтоукладочного катка, и качественно и неторопливо асфальтоукладочный каток укладывает асфальт. Раскаленная спекшаяся масса сыпется из бункера и спрессовывается под весом несущего асфальтоукаточного пресса цилиндрической формы, а задний пресс тоже цилиндрической формы доукатывает недоукатанный асфальт. Асфальтоукладчик спокойный, невозмутим. Он обедает, жует куриную ножку и щурится от жара, который поднимается снизу из-под асфальтоукладочного катка, что едет медленно. Асфальтоукладчик за 30 лет работы знает, чем медленнее едет асфальтоукладочный каток, тем качественнее укладывается асфальт. В ушах асфальтоукладчика наушники, в которых играет, в общем, что-то играет. Это уже шестые наушники асфальтоукладчика, потому что на асфальтоукладочном посту вся пластмасса плавится. Вот асфальтоукладчик обгрыз куриную ножку и бросил вперед в марево, исходящее из битума и асфальтовой массы. Асфальтоукладчик вспоминает, как он играется в своей комнате с игрушечным асфальтоукладочным катком. Асфальтоукладчик папа, только с работы помятый и пьяный. «Иди жрать, скотина!» — позвала мама асфальтоукладчика папу, но тот рассказывал сыну о том, что природный асфальт по сути твердый, поэтому добавляют битумный материал, гудрон, и асфальт становится мягким. Затем его нагревают, а затем его распределяют по поверхности, и рассказывал, как раскатывают асфальт асфальтоукладочным катком. Он едет очень медленно, но это хорошо, потому что асфальт будет крепким и долго будет держаться. И будут говорить: какой же молодец асфальтоукладчик, как же тщательно он укатал и уложил асфальт, как же приятно ездить по российским дорогам. Еще асфальтоукладчик папа говорил, как правильно нужно укатывать асфальт. Ведь можно так, а можно и так. И если не так, то вообще как? Должно быть так, а иначе никак. А потом присел на пол и уснул. Асфальтоукладчик оторвал от мушки ухо расплавившийся наушник и немного поправил асфальтоукладочный каток. Где-то впереди, матерясь, разравнивали лопатами асфальтовую массу пьяные дорожники. Недавно приезжал начальник асфальтоукладочной бригады с умным лицом, периодически протирал коптящиеся стекла очков и сквозь марево рассказывал, как надо ложить и что ложить надо сразу, а не накладывать кучками. А потом уехал, и вслед джипу полетели отборные маты дорожников, и кто-то кинул кусок старого асфальта, но джип был уже далеко, и вот уже прошло полдня, а все матерятся до сих пор. Асфальтоукладчик уже не матерится, но тоже выпил пол-литра, потому что если не выпить пол-литра, можно задохнуться от удушья. Асфальтоукладочный каток асфальтоукладывал ровно и без рывков. Мотор асфальтоукладочного катка ревел, но асфальтоукладывал